заключить договор на платформе по программе «Закрой кредит» за 35%, как заключить договор на покупку автомобиля за 35%. И третье, я немножко затрону тему налогообложения, которая у нас предстоит. Запуск этого блока у нас будет уже с 15 марта, мы сейчас к нему готовимся. Давайте по очереди. Первое, мы находимся в личном кабинете. Я сейчас быстренько, буквально минут 15-20 вас займу, а потом буду отвечать на ваши вопросы. Мы находимся в личном кабинете, у нас есть раздел «Мои долги». Мы заходим в раздел «Мои...» видно с твоего компьютера, да, трансляцию? Нет? Со своего? Все, видно раздел «Мои долги». Мы нажимаем... у нас есть вообще два варианта. Первое, мы можем просто посчитать. Второе, мы можем сразу добавить новый долг и заключить договор. Я вам покажу сначала на примере калькулятора. Выберите один вид долга, который вы хотите закрыть. Давайте, например, пусть это будет потребительский кредит. Остаток основного долга у меня, например, 1 миллион рублей. И размер ежемесячной выплаты, например, 25 тысяч рублей. Дата ежемесячной выплаты у меня 10 число. Так. Всем все видно и слышно. Продолжаем. Дата ежемесячной выплаты у меня 10 число. У вас есть просрочка по платежам. Здесь можно выбрать «Да», и дальше он предлагает ответить на вопросы, был ли у вас суд и есть ли у вас другие кредиты. Можно выбрать «Нет» или «Не знаю». Допустим, мы оставляем, что у меня не было просрочки по платежам. Если у вас другие кредиты, допустим, нет у меня других кредитов, я нажимаю «Рассчитать», и мне выходит предложение, что мой долг можно закрыть за 5245 цифрон. То есть 35% вношу я, это 350 тысяч рублей, и 65% заплатит компания, это 650 тысяч рублей. Мой долг будет погашен в течение 9-10 месяцев, ежемесячно компания будет платить за вас 105 тысяч рублей, что равняется 1573 цифрона. Из них 25 тысяч рублей это минимальный ежемесячный ваш платеж, и 80 тысяч рублей будет идти в счет досрочного погашения долга. Итого сумма договора 5559 цифрон, или 371 тысяча 10 рублей. С чем связано увеличение? С тем, что, во-первых, 1% идет в счет офисного обслуживания именно в тот офис, где вы, например, проходили консультацию, проходили обучение по сайту, обучение, как заключить договор и так далее. И 10 тысяч рублей, 165 цифрон, в счет договора годового обслуживания уже центрального офиса. То есть за вами будет закреплен персональный менеджер, который в течение всего срока будет являться вашей техподдержкой. На данный момент 165 цифрон – это сумма фиксированная, но я думаю, что на следующей неделе мы привяжем эту сумму к курсу, чтобы из-за скачков доллара, так как доллар привязан к цифрону, не было недопонимания, что 165 цифрон сейчас это не 10 тысяч рублей, а 9940 или 10 100 рублей. Почему так? Мы привяжем эту сумму к курсу. Далее, можно кратко ознакомиться с видеороликом, как работает предложение по закрытию кредита за 35%. А далее у нас два варианта. Первый, я могу заключить договор, а второй, который мне очень нравится, я могу отправить этот результат другу. Для чего мы это сделали? Например, сидят, общаются двое коллег или двое друзей, и я могу, например, для своего друга посчитать, как закрыть кредит за 35%. Например, я сделал расчет по закрытию этого кредита для своего друга, я нажимаю «Отправить другу», и все, что мне нужно сделать, это скопировать данную ссылку и отправить своему другу. Если он вставит эту ссылку, например, то у него откроется данный расчет, причем у него откроется не только данный расчет, но у него еще будет возможность здесь заключить договор. А если, например, он не зарегистрирован на площадке, то ему система предложит зарегистрироваться, и в момент регистрации уже будет стоять сразу ваша реферальная ссылка. Так как у меня личный кабинет открыл, он сразу предлагает мне заключить договор со всеми моими данными. Итак, я вам показал, как работает калькулятор, с помощью которого можно рассчитывать, например, либо свою задолженность, либо задолженность
например, своего друга, товарища, кому вы хотите данный инструмент порекомендовать. Теперь я покажу, как заключить договор непосредственно на платформе. Я нажимаю «Добавить новый долг». У меня уже все данные сохранены, которые мы с вами оставляли. Давайте мы сделаем не потребительский кредит, а ипотеку. Сумма, например, не 1 миллион, а 2 миллиона рублей. Платеж у нас будет 25 тысяч рублей. И дата ежемесячной выплаты 10 числа. Просрочки нет, других кредитов нет. Нажимаем «Рассчитать». Выходит мой расчет, что мне необходимо внести 700 тысяч рублей. Это 10 490 цифрон. И мой долг будет погашен в течение 9-10 месяцев. Но на самом деле, если сейчас смотреть на нашу статистику по закрытию ипотек, то этот процесс происходит даже быстрее. Он обычно совершается за 8-9 месяцев. Компания ежемесячно будет платить за меня 9 числа, здесь указано. Эта дата будет изменена на 5 дней раньше. То есть, например, если я поставил платеж 10 числа, мне цифроны в личный кабинет будут приходить за 5-6 дней раньше. Соответственно, эта дата будет изменена. Компания будет ежемесячно платить за меня 210 тысяч рублей, из которых 25 – это минимальный ежемесячный платеж, и 185 тысяч будет идти в счет досрочного погашения. Нажимаем «Заключить договор». Здесь в данных колонках все данные Егорова Станислава уже подставлены, так как этот человек уже прошел верификацию. Для того, чтобы заключить договор, нужно будет пройти верификацию, и данные после проверки автоматически сюда подгружаются. Далее мы выбираем офис, в котором мы проходили консультацию и в котором нас обучали сайту. Например, мы можем сюда вбить название города, допустим, Казань, и выбрать один из казанских офисов. Также, например, если вы получали консультацию онлайн, вы не находились в офисе, или если вы вдруг забыли, в каком офисе вы проходили консультацию, вы всегда можете нажать кнопочку «Не знаю». То есть я не знаю, к какому офису отношусь, или я вообще не отношусь ни к какому офису. Но в случае, если вы забыли, вы потом можете обратиться в техподдержку, и вас прикрепят к какому-то из офисов, где вы проходили консультацию. Если вы нигде не проходили консультацию, вы просто нажимаете «Не знаю». Допустим, в Казани я выберу офис на Московской. Реквизиты для погашения долга. Что это значит? Это номер вашего кредитного договора. Ну, допустим, у меня 125 номер договора, и я заключил этот договор, ну, например, 3 января 2019 года. То есть я выбираю дату 3 января 2019 года, нажимаю «Перейти к договору». После этого у нас всплывают ряд документов. Первое – это оферта договора поручения. Вы на каждую из этих договоров можете нажать. Для того, чтобы они открылись, можете с ними ознакомиться, а также скачать. То есть каждый из договоров открывается. Первая оферта – это договор поручения на закрытие вашего кредита. Договор заключается с компанией «Цифрон Капитал», где директором является Доронин Кирилл Леонидович. Дальше. Мы заключаем несколько договоров. Второе – это договор оказания услуг. Это как раз-таки договор технического обслуживания вас как клиента в течение того периода, как мы с вами заключаем договор и закрываем ваш кредит. Далее, это заключение договора на оказание услуг технической поддержки и акт оказанных услуг. Акт оказанных услуг подписывается сразу. Этот документ вы подписываете, по сути, между вами подписывается и между тем офисом, где вы заключали договор. То есть я нажимаю все галочки «Согласен». Если я согласен со всеми документами, вы можете со всеми документами и офертами сразу ознакомиться. Вот, там, где акт оказанных услуг, сразу вылезает фамилия, имя, отчество владельца офиса, где вы подписывали договор. То есть Егоров Станислав, точнее, это я сам. Но это приложение номер 2, это к тому договору с руководителем офиса, который вы заключаете договор на 1%. Итак, я нажимаю «Перейти к оплате». Мне необходимо заплатить сумму в 10 954 цифрона. Напомню, это 35%, которые идут в оборот компании для закрытия кредита.
1% это офисное обслуживание, там, где вы консультировались или не консультировались, например, просто выбрали офис для дальнейшего обслуживания вашего. И 10 тысяч рублей это уже обслуживание центрального офиса, который будет вас вести в течение года. Далее, у меня есть несколько кнопочек. Это оплатить, удалить и пополнить. В случае, если бы у меня, например, не хватало цифрон, можно пополнить. Или, например, вы отдельную сумму готовили на закрытие кредита, можно нажать пополнить, вас перекинет на окно оплаты. Далее, можно просто оплатить этот договор, либо этот договор удалить. В случае, если вы не оплачиваете этот договор, а вот просто, например, переходите в какое-то другое окошко, или вы просто его закрываете, либо идете пополнять, то у вас есть 24 часа, чтобы оплатить этот договор. Далее этот договор будет удален, так как мы курс доллара более чем на сутки фиксировать не можем. Мы нажимаем «Оплатить». В моем случае у меня хватает цифрон на счету. Нажимаем «Да, хочу оплатить». Ваш договор оплачен, вы можете посмотреть его в личном кабинете. Нажимаю «Перейти к договору» и вижу все данные своего договора. То есть общая сумма долга у меня составляет 29 971 цифрон. Долг погашен пока на 0%, так как мы не сделали ни одного платежа. Это адрес офиса. Дальше выплаты. Мне будет приходить по 3147 цифрон ежемесячно за 5-6 дней до платежа. Здесь пока не обращайте внимания, здесь указано за день до платежа. Из которых 374 цифрона будет уходить в счет оплаты основного долга и 2772 цифрона в счет досрочного погашения. И здесь у вас график запланированных выплат. Ну, на этом все. Также вот здесь есть справа окошечко, куда ежемесячно, после того, как мы вам начислили цифроны и вы оплатили свой кредит, вы будете прикреплять заявление о том, что вы действительно оплатили ваш кредит. То есть как будет происходить? Вот сюда еще мы добавим одно окошечко, куда ежемесячно вам будут приходить цифроны, вы будете их снимать без комиссии в течение 3 дней. После этого вы оплачиваете свой кредит и скрин о том, что вы оплатили, прикрепляете вот сюда. То есть мы нажимаем кнопочку «Прикрепить» и выбираем PDF-файл. Например, я выберу этот. У нас сейчас не загружается, так как у меня договор еще не промодерирован, потому что и первого платежа еще нет. Для вас эта кнопочка будет доступна для загрузки данного документа. Итак, по моим долгам я рассказал. Я думаю, что именно по кредиту и по заключению договоров на платформе с кредитом я готов ответить на вопросы. И вопросы я буду зачитывать с Инстаграма. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать их сейчас в Инстаграм. Так. Итак, я в эфире? Да, я в эфире. Я сейчас иду в Инстаграм для того, чтобы читать ваши вопросы по кредиту. Вот, есть. Гульнара спрашивает. Договора, заключенные в декабре, январе, феврале, когда появятся на платформе? Гульнар, это зависит от клиента. Если человек говорит, да, я хочу подписывать договора, я хочу вести свой договор на платформе, мне комфортно получать выплаты по кредиту в цифронах, тогда мы его договор вручную переносим на платформу. А если, Гульнара, например, ваш клиент или вы сами как клиент говорит, что я хочу продолжать получать деньги по старой схеме, мы будем ему отправлять по старой схеме, и договор будет этот вестись вручную, и на платформе он не появится. Так, я еще жду вопросы по кредитам. Так, пишет вопрос Есения. Есения, если я неправильно имя произнес, извините меня, пожалуйста. Повторите минимальные суммы по долгу и по покупке машины. По машине я чуть позже отвечу, мы доберемся до этого блока. По поводу минимальной суммы по долгу, минимальный долг это 100 тысяч рублей. Что это значит? Это та сумма, за которую мы готовы браться и работать. То есть 35% это 35 тысяч рублей, плюс 10 тысяч рублей, 45 тысяч рублей, плюс 1% офисное обслуживание. Просто суммы брать по долгу меньше уже нецелесообразно для нас. Так, если в моем городе нет офиса и я самостоятельно регистрирую договор, то оплачиваю ли комиссию 1%? Спрашивает тоже Есения.
Да, 1% оплачивается в любом случае, вне зависимости от того, в каком офисе вы обслуживаетесь. Потому что, скорее всего, если вы не обслуживаетесь в каком-то офисе, вы будете обслуживаться либо в центральном офисе, это первое. Второе, вы в любой момент можете прикрепиться к офису. Например, вы там 2 месяца, у вас не было необходимости консультироваться в офисе, как именно, например, снимать цифроны и оплачивать с помощью этого свой кредит. А на 3-й месяц у вас появилась такая необходимость. И для того, чтобы мы офису отправили 1% за обслуживание, мы сразу этот процент удерживаем. Дальше, 3-й вопрос тоже от Есении. Получается, по кредиту ежемесячно в определенное число приходят мне цифроны, и мне нужно обналичивать через биткоины. Совершенно верно. Я думаю, что когда придут карты, у нас появятся 2 варианта развития событий. Первое, вы можете снимать цифроны и выводить их либо через биткоин, либо через карту. То есть 2 варианта развития событий. Давайте я еще подожду вопросы, если есть. Дальше, да, есть вопросы. Спрашивает Юлия. Договор под оплатой можно распечатать в личном кабинете или его пришлют на электронную почту. Наверное, после оплаты, Юлия имела в виду. Юлия, да, договор можно будет распечатать в личном кабинете, просто это тестовый аккаунт, мы именно наличие вашего договора сделаем примерно через неделю. То есть вы будете заходить в раздел «Мои долги», выбирать какой-то... Ой, у нас нормально все со звуком? Продолжаем? Выбираете какой-то из своих договоров, и здесь будет файлами у вас договора, которые вы можете скачать и оставить у себя как подписанные. То есть, да, это можно будет скачать в личном кабинете. Так, смотрю еще вопросы по кредиту. Дальше есть вопросы. Спрашивает Иван. Скажите, а вы можете мне на карту переводить деньги, а не в кабинет? Иван, если вы заключили договор до того момента, как мы автоматизировали этот процесс, деньги будут приходить согласно старым договоренностям. Если вы сейчас подписываете договор, то все в рамках новых правил. Дальше спрашивает Марат. Марат из Нижнекамска. 29-го вошли в автопрограмму, до сих пор не пришли 5% вышестоящим и 1% в структуре с этого договора. Когда придут эти начисления? Марат, 29-го это что? Это февраль или это какой день недели? Ой, прошу прощения, это какой месяц? 29 число. Ответьте мне, пожалуйста, и мы продолжим с вами диалог. Так, дальше спрашивает Артем. Как процедура с прикреплением квитанций будет по долгам физлицу по расписке? Артем, это не обязательно может быть квитанция, это может быть, например, расписка о том, что тот человек, которому вы должны, принял от вас денег. Условно говоря, вы должны там 1 000 000 рублей и ежемесячно ему по 25 тысяч отдаете. Вы ему передали 25 тысяч рублей, а он в ответ вам передал расписку о том, что забрал у вас эти деньги в счет этого долга. И эту расписку вы можете либо отсканировать, либо сфотографировать и загрузить в личный кабинет. Так, давайте еще вопросы по кредитам, и я перейду дальше. Спрашивает Ева, скажите, а все это справедливо и для других стран, или только для России? Я прошу прощения, я не понял вашего вопроса. Можете, пожалуйста, конкретизировать, что вы имеете в виду? Справедливо для кого? Не очень понял. Так, смотрю еще. Есть ли у нас... вот есть вопрос по кредитам, скорее всего, тоже. Как офис увидит свои объемы, чтобы понимать, выполнили они промо или нет? Гульнара, спасибо большое за вопрос. Вы прям сыпите соль на рану. У нас уже у IT-отдела стоит техническое задание. Те люди, которые владеют офисами, у них появится раздел «Офисы». Они будут видеть все обороты и объемы, и можно будет посмотреть с такой-то даты по такую-то дату, сколько я выполнил продаж, сколько у меня по статистике агентских за этот месяц и так далее. То есть это обязательно будет, уже находится в разработке. Спасибо большое.
Так. Идем дальше. Получается, если выводить на карту, это будет без комиссии, а дальше, если обналичивать с карты, то комиссия за снятие будет 3%. Исмаил, если вы имеете в виду платежи по кредитам, да, комиссия будет 3% за снятие. Но, то есть это не наша комиссия, просто это комиссия платежных систем. Марат НК ответил, что он заключал договор в январе. Марат, у нас те договоры в январе, которые проходили вручную, все процессы начисления, они у нас проходят тоже вручную, как и подписание договоров на бумаге. Поэтому у нас стоит срок, если я не ошибаюсь, до 29 февраля начисления всех реферальных, как и 5%, так и 1% на 10 уровней. Если вам сегодня до конца дня не придут, обратитесь в техподдержку, пожалуйста, обязательно решим. Я прошу прощения, что это происходит так долго. Это из-за того, что мы вручную подписывали договора и, по сути, вручную начисляем всей структуре эти реферальные бонусы. Сейчас, если вы обратили внимание, чем мне нравится автоматизированная платформа, чем она хороша, на данный момент при заключении договора 5% приходит моментально, и 1% уже будет начисляться автоматически, ежемесячно, и не будет вот таких отсрочек. Так, я жду еще вопросы. Так, давайте вопросы пока по кредитам, все остальные вопросы я отвечу. Сейчас пройдусь по автомобилям, как подписывать договор, и вопросы, которые не касаются автомобиля или закрытия кредита, я отвечу чуть позже. Дальше спрашивают. Если нет номера кредитного договора и долг давно просрочен, есть постановление у приставов, как такой долг оформить? Human, если я не ошибаюсь, зовут вас. Human, если я правильно произношу. Ничего страшного, если нет номера договора, вы туда просто ставите 0. Если долг давно просрочен, есть постановление у приставов, то вам, во-первых, надо быть на связи с приставом и забрать у него реквизиты, куда вы ежемесячно можете погашать долг. То есть прийти и сказать: уважаемый пристав, у меня долг давно просрочен, я созрел на то, чтобы этот долг наконец-то закрывать. Дайте мне, пожалуйста, реквизиты, я буду ежемесячно закрывать. Все, этого будет достаточно, потому что у нас уже процентов 11-12, наверное, из всех договоров, которые есть на платформе, это как раз-таки те кредиты, которые закрываются у приставов, то есть та задолженность. Так, надо ли уведомлять центральный офис, что я хочу оставить прежнюю схему выплат по кредиту? Спрашивает Марина. Марин, да, вы можете написать менеджеру своему, что хотите по-прежнему получать согласно старым договоренностям. Так, идет вопросы по индексам, я на них чуть позже отвечу, продублируйте. Все, пишет нам Ева. Извините, я не точно задала вопрос. Если я живу не в России, то при заключении договора нажимаю кнопку «Не знаю», в каком офисе компания меня прикрепляет к офису в России. Ев, в этом случае вы будете обслуживаться в центральном офисе в городе Казань по адресу Московская, 19/8. В случае, если у вас возникли какие-то вопросы по вашему договору, вы можете обратиться в техподдержку, и специалисты вам помогут. Дальше спрашивает Михаил, как я понял, в будущем тоже задержки по выплатам реферальных, заключенных вручную. Михаил, а у нас больше не будет подписываться договоров вручную, все будет только через платформу, поэтому задержек априори не может быть. Так, идем дальше. Светлана задает вопрос, если долги у приставов, могу ли я закрывать их с помощью финика? Светлана только что отвечала на этот вопрос. Да, можете, вы можете пересмотреть запись, я надеюсь, мы сегодня выложим эту запись, да? Не как в прошлый раз. Мы выложим эту запись сегодня, я на этот вопрос только что уже ответил. При покупке объектов могу внести с индексов или с кошелька. Андрей, прошу прощения, не очень понял вас. Каких объектов? Вы имеете в виду недвижимость или автомобиль? Если да, ответьте мне чуть позже, пожалуйста. Итак, все, вопросов у меня не прибавляется в комментариях.
Теперь давайте я еще раз включу чат, чтобы вы мне сказали, все это время меня было видно и слышно. Напишите, пожалуйста, в чат на ютубе, видно меня, слышно. Ну или можете в инстаграм написать, чтобы я понял. Пожалуйста. Так, видно меня, видно или слышно? Ну, я хочу, чтобы, да, ответили, я понял. Напишите, пожалуйста, либо в чат, либо в инстаграме, видно, слышно меня, чтобы я продолжил, пожалуйста. Задержка немножко идет, да, поэтому, наверное, где-то. Все, вижу, что вы меня слышите и видите, отлично. У меня еще есть вопросы в инстаграме, я их зачитаю, перейдем к автомобилям. Спрашивает Олеся, точнее, наверное, это не вопрос, а комментарий. Я заключил договор по недвижимости, и с меня дополнительно взяли процент за ввод на платформу. 3,5%. В результате получилось 35%, плюс 1, плюс 3,5% за ввод. Олесь, не совсем правильно. Вы сейчас считаете... Сейчас попытаюсь объяснить, как я бы посчитал на вашем месте. Например, у меня задолженность 1 000 000, или в вашем случае, например, недвижимость у меня стоит 1 000 000. Я беру 35% от 1 000 000, плюс 1%, плюс 10 000. У меня получается энная сумма денег, получается, условно говоря, 37%. И уже на 37% накладывается комиссия за ввод 3,5%. То есть у вас получается не 40,5% итого, а 37,5% надо умножить на 3,5%. И от общей суммы это будет от 0,1 до 2%, в зависимости от той суммы, за которую вы покупаете недвижимость. Поэтому 3,5% не надо суммировать к тем процентам, которые вы платите для покупки недвижимости. 3,5% на ввод – это та комиссия, это, так скажем, комиссия за размещение, потому что компания тратит 3 дня для того, чтобы ваши деньги разместить на площадках. Дальше. Так, еще пришли вопросы, я их зачитаю. Добрый день, комиссия 3,5% за перевод в кабинет учтены в калькуляторе? Нет, не учтены, это комиссия на ввод денег. Она сразу всплывает, как только вы хотите купить определенное количество цифрон. То есть вы забиваете, например, купить 1000 цифрон, и вам нужно будет оплатить не за 1000 цифрон, а за 1035. Так, все, я понял, Михаил, я, видимо, неправильно понял ваш вопрос. Вы имеете в виду выплаты 1% вышестоящим по старым договорам будут приходить в будущем вовремя или тоже с задержками? Мы сейчас делаем все максимально, чтобы это происходило без задержек. Так, дальше спрашивает Ирина. Проплатили программу авто 35 согласно всем правилам и выставленному счету, проплатили в течение 30 минут, но биткоины зависли. Через службу поддержки выяснили, что не хватает биткоинов на заявленную стоимость авто и предложили доплатить. Вопрос, почему нигде не говорится о том, что возможны доплаты и с чем это связано? Ирин, я лично сегодня рассматривал вашу ситуацию, она связана с тем, что вы платили не с одного кошелька, как просит система, а вы платили с 2 разных кошельков на один кошелек. Именно поэтому система не сразу распознала ваш платеж, а доплаты могут связаны быть лишь с тем, что если вы, например, не учли комиссию вашего сервиса, откуда вы отправляете битки, и, соответственно, нам количество битков дошло меньше. И вы можете отказаться от доплаты, и мы начислим то количество цифрон, которое нам дошло, соразмерно тому количеству битков, которые вы нам отправили с помощью вашего сервиса. Так, видно, слышно. Так, дальше спрашивает Иван. Скажите, пожалуйста, после заключения договора на выплату ипотеки ежемесячные выплаты вы делаете банку или нужно самим выводить и оплачивать? Иван, вот в чем прелесть? Не все банки и не все продавцы в случае с автомобилями и недвижимостью согласны принимать переводы от третьих лиц, поэтому в чем прелесть? Вы сами получаете деньги в свой личный кабинет, снимаете и оплачиваете ипотеку самостоятельно. Так. Идем дальше. Спрашивает Олег из Нижнекамска. Как будут учитываться комиссии при обналичивании биткоина в рубли? Ведь точь-в-точь сумма не получится при ежемесячной уплате.
конкретизируйте вопрос, что именно вы имеете в виду. То есть, если, например, я снимаю с личного кабинета 1000 цифрон, а у меня получилось не 65 тысяч рублей, а 64, я оплатил в банк и прикрепил вам квитанцию только на 64 тысячи. Не будет ли проблем у меня с площадкой? Вы это имеете в виду? Если вы это имеете в виду, то проблем не будет. Так, идем дальше. Вот, всегда будет в BTC, возможно ли завести в USDT. Спасибо большое. Еще одна соль на еще одну рану. Мы пытаемся сейчас сделать эквайринг для того, чтобы вы могли купить цифроны прямо с вашей банковской карты. Но это довольно-таки тяжелый банковский процессинг, как оказался, и он требует времени. Очень надеюсь, что у нас получится. Итак, мы продолжаем. Мы продолжаем. Я сейчас хочу вам показать, как подписать договор на платформе по автомобилю. Мы переходим в раздел автомобиля, нажимаем «Добавить новый автомобиль». Выберите тип автомобиля. Допустим, это новый автомобиль. Укажите марку и модель автомобиля. Я хочу указать, например, Volvo. Volvo, мне нравится модель S90. Либо, если я еще не определился с маркой модели, или же, например, я пока не знаю, какую хочу купить, я буду выбирать чуть позже, я могу нажать кнопочку «Не знаю». Мы оставляем Volvo S90, укажите стоимость автомобиля. Примерно 3 миллиона рублей он стоит, насколько я знаю. Вообще не так, я же знаю, сколько он стоит. 3 миллиона 245 тысяч, я готовился. Он стоит на данный момент в автосалоне. Выберите офис, к которому хотите прикрепить свой договор. Допустим, я не знаю офис, или у меня нет офиса, где я проходил консультацию. Я нажимаю «Рассчитать». Итого, от моей стоимости, от моей стоимости мне нужно заплатить 35%. Это 1 миллион 179 тысяч 210 рублей. Здесь у нас, видимо, какие-то техработы. Я не вижу дату, через которую я получу автомобиль. Но эта дата 95 дней. То есть на боевом сервере, это у нас тестовый сервер, test.finica.com, на боевых сайтах эта дата указана. Здесь, видимо, ее просто не загрузили айтишники. Итак, что есть сумма договора? Это 1 миллион 135, это платеж за автомобиль, 17 тысяч 20 цифрон. 486 цифрон в счет офисного обслуживания, где вы проходили или будете проходить консультацию, и 165 цифрон в счет договора персонального обслуживания. То есть у вас также будет вести персональный менеджер на протяжении всей сделки. У вас два варианта. Можно заключить договор, либо сделать новый расчет. Например, я согласен, хочу заключить договор. Мне необходимо оплатить договор в течение 24 часов. Если вы обратили внимание, здесь не всплыло окно с договорами, потому что это тестовый сервис, здесь еще нет такой функции, но на боевом сервисе, на thefinica.com, у вас всплывают такие же договора, как по кредитам, только с другими условиями. Вы их подписываете, соглашаетесь с ними, можете скачать, и они у вас также появятся в личном кабинете. Мне для оплаты автомобиля надо 17 671 цифрон, у меня на счету денег хватает, я нажимаю «Оплатить». Прошу прощения, договора у нас вылезают после кнопки «Оплатить». Значит, это я дурак, а не айтишники. Итак, у нас здесь также договор поручения, договор оказания услуг техподдержки и акт оказанных услуг. Итак, я соглашаюсь с договорами. Предварительно я рекомендую, давайте мы старые договора с вами закроем. Предварительно я рекомендую с каждым договором ознакомиться. И с актом оказанных услуг. Вы с ними ознакомитесь, если необходимо, можете скачать, распечатать, прочитать и нажимаем «Перейти к оплате». Вы действительно хотите оплатить? Да, хочу оплатить. Итак, информация по моему автомобилю Volvo S90. Стоимость автомобиля 48 628 цифрон. Мой взнос оказался 17 671 цифрон. Дата получения здесь будет сегодняшняя дата плюс 95 дней. Это моя вина, я не предусмотрел этот
момент до начала вебинара. Здесь будет дата, и уже на боевом сервисе есть дата, и вы ее сможете увидеть. Офис, я выбрал нулевой офис, он мне автоматически прикрепляет в Казань, в Татарстане. В чем прелесть? Например, есть люди, которые говорят, а что если покупка моя подорожает за тот период, пока я жду свой автомобиль? Мы добавили сюда функцию, вы можете увеличить выплату на 15%. Например, я нажимаю, срок продления составит 4 недели, то есть в этом случае уже не 95 дней нужно будет подождать, а 95 дней плюс 4 недели, ну плюс еще 1 месяц получается. То есть, грубо говоря, договор будет не на 3 месяца, а на 4 месяца. Срок получения здесь также высвечивается на боевом сайте, то есть в личных кабинетах у вас, и он мне показывает новую стоимость автомобиля. Обратите внимание, раньше была стоимость 48 628 цифрон, и новая стоимость автомобиля 55 923 цифрона. Соответственно, у меня два варианта. Либо я продляю, либо я закрываю. Ну, например, я не хочу продлять, мне и так пока нормально. А продлить я могу в любой момент, хоть сейчас, хоть через месяц, хоть за день до завершения моего договора. И здесь все, то есть отображается мой договор, не обращайте внимания, это тестовый сервис, поэтому он здесь дублируется и немножко с ошибками. У вас в личных кабинетах все функционирует без проблем. Я также готов ответить на вопросы, которые касаются заключения договоров автомобиль за 35% от его стоимости, а потом отвечу на вопросы общего характера. И вопросы можете задавать туда же в Telegram. Я, наверное, лучше площадку оставить, да, чтобы так висело. Так, перехожу в Telegram для того, чтобы отвечать на ваши комментарии по автомобилю. Так, по входу повышения чуть позже отвечу. Так, я так понимаю, Ника догоняет вопросы по кредиту. Подскажите, когда я буду выводить цифроны и продавать битки в рубли, я потеряю часть средств. И уже от этой суммы, которую вы перевели на кредит, будет меньше. Мне оплачивать эту разницу самой, простите, не совсем пока не понимаю. Не обязательно доплачивать разницу самостоятельно. То есть мы понимаем, что когда человек получает цифровой ключ биткоин на свой кошелек, он может его продать, и как и потерять там минус 2-3%, как и продать дороже на 2-3% в зависимости от того курса, по которому он ее продает. А еще там оптом продает или в розницу продает и так далее. В данном случае вы просто оплачиваете ту сумму в рублях, которая вам пришла уже на карту. Так, смотрим дальше. Нет ответа по ипотеке, будьте добры. Прошу прощения, а можете тогда продублировать вопрос? Возможно, я упустил ваш вопрос, Олег. Извините, пожалуйста, меня. Так, куда клиент будет оплачивать 1%, где он будет брать реквизиты? Это спрашивает нас Рустем. Рустем, реквизиты никакие брать не надо. Если вы говорите про 1%, который необходимо заплатить за офисное обслуживание, где вы проходите или будете проходить консультацию, то все реквизиты уже есть на платформе. То есть каждый офис, прежде чем попасть на платформу, он присылает перечень документов, присылает свои реквизиты, паспортные данные, и уже система сама генерит документ между вами и между офисником. То есть в данном случае у нас уже реквизиты этого офиса есть, и вы напрямую с ним заключаете договор. Все реквизиты уже есть в договоре. Так. Спрашивает Артем, когда будут договора на английском языке, партнеры из Австралии очень просят. Согласен, тоже наша вина, мы очень-очень постараемся побыстрее написать и инструкции на платформу на английском, и саму платформу перевести на человеческий, так скажем, английский, и договора на английском тоже будут. Дайте, пожалуйста, немного времени. При покупке автомобиля с индексов, спрашивает Андрей, могу внести платеж... при покупке автомобиля могу ли я внести платеж с индексов? Андрей, прошу не путать продукты, то есть индекс это отдельный продукт, а покупка автомобиля это за 35% это отдельный продукт. Поэтому вы можете закрыть свой индекс,
вывести цифроны, они у вас появятся в кошельке через 21 рабочий день, а уже на цифроны купить автомобиль за 35%. То есть индексами автомобиль оплатить нельзя. То есть продуктом продукт нельзя оплатить. Дальше. Идем дальше по вопросам. Я, к сожалению, не вижу имени. Здравствуйте. При заключении договора по программе ЗК-35 учитывается конкретная сумма цифронов, которую компания в последующем не выплатит. С изменением курса эта сумма будет меняться? Спасибо. А с изменением какого курса? Курса чего? Доллара или битка? Битка нет. Если доллара, то да. То есть цифрон привязан к доллару. Соответственно, если доллар растет, в фиатном эквиваленте вы получите даже больше. Если доллар падает, то вы получите чуть меньше, но от этого никто не застрахован. Договора по авто, заключенные в декабре-январе, когда появятся на платформе? Гульнара, ответ тот же самый. В случае, если человек хочет перейти на платформу по этим договорам, он может обратиться в техподдержку, мы ее перенесем. Это первое. Второе, вопрос, а зачем их отображать на платформе? То есть, если человек хочет, чтобы мы ему вернули деньги в цифронах на платформу, он может изъявить об этом желание либо в техподдержку, либо своему менеджеру, и мы начислим ему на 95-96 день деньги в цифронах, он их снимет и пойдет купить себе автомобиль. Потому что физический договор у него уже есть, зачем его переносить на платформу? Здравствуйте, по АТ-35 варианты выплат по старым договорам, заключенных январь те же, перечислите, пожалуйста. У вас есть несколько вариантов развития событий. Первое – это принять деньги фиатом. Второе – принять деньги биткоином. И третье – принять деньги цифронами. Как клиенту будет удобнее, так он и может сообщить свое решение менеджеру, и таким образом мы эту сделку и закроем. То есть все, что мы договаривались ранее, мы не просто говорим, что все, присылаем вам цифронами, а мы именно даем выбор человеку. Ты можешь вот так выбрать, согласно старым условиям, либо ты можешь выбрать новые условия, принять решение и так далее. Так, дальше спрашивает Дмитрий. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вопрос. У меня с ноября месяца заключен договор на покупку авто в марте 14 числа, срок исполнения, и можно ли сейчас увеличить договор на 15%? Дмитрий, да, можно. Для этого напишите, пожалуйста, менеджеру своему, и мы с вами договоримся о увеличении на 15%. Игорь, это ответ как раз и на ваш вопрос тоже. Обратитесь к менеджеру, это можно сделать. Дальше. При обмене ЦФР на биток по какому курсу фиксируется? За 3 дня вывода курс может сильно измениться. Спасибо большое. Я согласен, что за 3 дня курс может измениться. Именно поэтому мы фиксируем не в течение 3 дней, а на момент вывода. То есть курс обмена фиксируется на момент отправки биткоина на кошелек клиента. То есть не в момент, когда человек оставил заявку, а в момент отправки. Если клиент хочет машину за 3 миллиона, но вносить 1 350 000 боится, можно ли он внести 350, а через 95 дней добавить свои 2 миллиона и купить машину, которую хочет, и приложить документ на 3 миллиона рублей? Спрашивает, имя не могу разобрать, Гульмира. Прошу прощения, если неправильно если неправильно произнес ваше имя, да, такое возможно. То есть он забирает энную сумму денег через 95 дней, добавляет свои деньги и покупает машину за 3 миллиона. Да, такое возможно. Дальше. Уточните, пожалуйста, договор будет заключаться на 95 дней или на 120 дней? Сказали, что с 1 марта срок будет 120 дней. Спрашивает Исмаил. Спасибо большое. Я минут 15 назад произносил, что срок 120 дней вступает в силу с 15 марта. Еще раз. Пока до 15 марта срок заключения это 95 дней. С 15 марта все договора по недвижимости и по автомобилям будут 120 дней. Так как по истечении 120 дней мы будем вам присылать средства и на автомобиль, и на недвижимость, и еще сверху налоги, которые вы
будете платить на заработанные 65%. Так, обновляю вопросы. Ну, вопросов, по-моему, есть. Сейчас. Да, есть еще вопросы. Когда договора станут 120 дней? Только что ответил, договора 120 дней, Рустам, мы будем подписывать с 15 числа. То есть все договора до 15 марта, пока по старой схеме 95 дней, после 15 марта уже будет 120 дней, включая 15 марта. Так, если необходимо увеличить сумму 15%, начисляются на внесенные 35% по договору или на всю итоговую сумму. Спасибо большое, Валентина, за договор. 15% это не от внесенной суммы, а от итоговой суммы. Например, если у вас автомобиль стоимостью 1 000 000, вы внесли 350 тысяч и хотите на 15% увеличить эту сумму, то вы изъявляете о своем желании, и через 3 месяца, например, мы вам не возвращаем 1 000 000, а через 4 месяца, то есть 3 месяца плюс 4 недели, возвращаем 1 150 000 рублей. Таким образом, 15% к той сумме, так скажем, к итоговой сумме вашей мечты. Так, дальше. Здравствуйте, когда придут начисления 5% и 1% по программе АТ-35 по физ-договорам? Если договор заключен до процесса автоматизации договора на платформе, то крайний срок сегодня. Я прошу прощения еще раз за задержку, я уже отвечал на этот вопрос. Если вам до конца сегодняшнего дня не придут начисления, обратитесь обязательно в техподдержку, и мы разберем ваш случай. Так, обновляю еще вопросы. Так, вопросов. Давайте я понимаю, что у нас задержка, я еще буквально 2-3 минуты, наверное, даже побольше, да, у нас задержка? Побольше задержка? Минуты 3-4 я подожду еще вопросов, чтобы на них ответить. И можно вопросы задавать общего характера, буквально 5-10 минут. Можно, в принципе, сейчас задавать вопросы абсолютно любые. Я готов на них отвечать. Пока я жду ответ на вопросы, еще раз хочу акцентировать внимание, что с 15 марта все договора по приобретению недвижимости и автомобиля за 35% будут сроком на 120 дней. Потому что через 120 дней мы будем присылать сумму для приобретения автомобиля или недвижимости и плюс сумму налога сверху. Поэтому с 15 марта срок исполнения договора будет 120 дней. До 15 марта, то есть до 14 марта, до 23:59 по Москве подписываются договора на старых условиях. У меня пошли пока вопросы. Спрашивает Вячеслав, как быть с налогами резидентами Евросоюза? Именно поэтому мы запускаем не прямо сейчас раздел налоги, а в 15 марта, потому что мы как раз таки и обдумываем момент, как быть людям, если, например, я не резидент Российской Федерации, или я ИПшник, или я, например, являюсь самозанятым, какие налоги мне платить. Как раз таки нам нужно 2 недели для того, чтобы эти вопросы закрыть, и с 15 марта у нас уже будет готовое решение, мы обязательно заранее о нем озвучим. Спрашивают тоже про налоги. Дайте нам, пожалуйста, немного времени, Михаил. Мы на все вопросы ответим. Зигмунд, смотри выше мой вопрос. К сожалению, у меня они идут прям поочередно. Можете, пожалуйста, еще раз свой вопрос написать, потому что он потерялся. Спрашивает Дмитрий. Как платить налоги с индексов? На кошелек с вашей платформы приходит БТЦ, а потом я их наличию в рублей, или просто коплю БТЦ. Законодательства по уплате налогов пока нет, я ИП, и номеров АКВЭДов тоже нет. Именно поэтому, Дмитрий, мы сейчас берем паузу, но НДФЛ вы можете в любом случае заплатить, вне зависимости от того, есть у вас АКВЭДы ИП определенные или нет. А уже обоснование, каким образом именно заплатить налог, мы вам дадим обязательно.
Дальше спрашивает Андрей. Могу ли я купить станок для металлообработки? Стоит 3 миллиона, по-моему, потому что здесь нет разделения ноликов. Да. Ну, то есть вы... А в чем вопрос? Можете ли вы купить их по программе «Купить автомобиль» или «Купить недвижимость»? По этим программам можно купить только автомобиль или только недвижимость. Если вы хотите воспользоваться нашей компанией как инструментом, то дождитесь, пожалуйста, раздел Finica Life. Этот раздел можно даже переименовать во все что угодно за 35%. То есть он обязательно скоро будет на платформе. Дождитесь его, пожалуйста, чтобы вы смогли купить себе все что угодно. Дальше. А если автомобиль выйдет дешевле переведенной мне суммы, куда пойдет разница? Спасибо большое за вопрос, Николай. Эта сумма, я забыл совсем про это проговорить, спасибо большое еще раз. Вы можете взять машину дешевле на 10%, но не более. То есть, например, вы хотите, вы нам говорите, я хочу машину за 1 миллион, 350 вносите, 1 миллион у вас получается через 120 дней, или сейчас на данный момент через 95 дней, и вы можете купить машину либо за 900 тысяч рублей, либо дороже. Если вы покупаете меньше 900 тысяч рублей и предоставляете нам об этом доказательство, ваш аккаунт блокируется. Дальше спрашивает Михаил. Здравствуйте, меня зовут Михаил, Германия. При договоре я оформил на марку BMW, а через 3 месяца я захотел купить Mercedes. Могу я купить другую марку? Да, вы можете купить другую марку, просто об этом необходимо будет предупредить систему. То есть написать в техподдержку о том, что вы хотите изменить марку автомобиля в вашем договоре. То есть мы меняем марку, потом вы покупаете автомобиль и предоставляете отчет об этом. Дальше Александр спрашивает, когда будет минимальный вход $5000. Как только нам придут карты, Александр, мы их потестим и будем поднимать вход сначала до $5000, потом до 10 и далее выше. Далее, в разделе «Кошельки» не работают кнопки заявки на вывод, поэтому и нельзя посмотреть, прошла выплата или нет. В разделе «Кошельки» не работают кнопки заявки на вывод, поэтому и нельзя посмотреть, прошла выплата или нет. Если честно, это вопрос или нет, я просто не очень понимаю. Если у вас какая-то техническая ошибка именно в вашем личном кабинете, напишите, пожалуйста, в техподдержку, мы обязательно поможем и разберемся. Потому что я, к сожалению, не очень понял вопроса. Так, идем дальше. Когда будут готовы кэшбэк-карты? Юрий, у нас есть и плохая новость, и хорошая. С какой начать? Вот пока вы мне ответите, я буду ждать. Ладно, давайте начну с плохой. Из-за проблем в Китае, так как производство карт находится в Китае, наши карты, которые... давайте я вам прям покажу. У нас есть раздел «Карта». Вот эти карты с черным дизайном, где написано CFR CBS и просто черный дизайн карты, эти карты придут в конце апреля. Но для того, чтобы не ждать конца апреля, мы выкупили 5000 карт без данного дизайна. То есть дизайн будет от компании Embele. Это такой золотистая карта, возможно, кто-то уже видел видеоролики о том, как Кирилл с Эдвардом оплачивают этой картой что-то. Здесь будет написано CFR CBS, но будет дизайн немножко другой. Эти карты должны прийти примерно через 2-3 недели. Сейчас мы занимаемся технической составляющей разработки кэшбэк-платформы. То есть карты будут недели через 2-3 уже в рабочем состоянии, мы будем их рассылать, но они будут не вот такие, а с другим дизайном. Но функционал у них будет абсолютно одинаковый. Это карты одной системы, просто с разным дизайном. Спасибо большое за вопрос. Дальше спрашивает Инна. Добрый вечер. А в калькуляторе онлайн расчет производится по курсу доллара на текущий момент? Да, на текущий момент. То есть при вводе одних и тех же данных, но в разный период времени стоимость суммы договора будет отличаться от предыдущих расчетов. Заранее благодарю. Инна, совершенно верно, поэтому
Если вы, например, хотите зафиксировать сумму, у вас есть ровно 24 часа на это. Если обратили внимание, в момент расчета, например, при добавлении нового договора, там есть наверху плашка, что в течение 24 часов оплатите договор, либо он удалится. Так, дальше идем. В связи с тем, что скоро изменится маркетинг-план и покупка одного индекса составит $5000. У меня вопрос. Те, кто успел зайти на $1000, также после изменения будет покупать индексы за $5000 или все же можно приобрести за $1000, спрашивает Дамир из Южной Кореи. Stoимость, то есть можно будет купить только за 5000 цифрон. За 1000 уже нельзя будет купить. Идем дальше. Индекс с 15 марта тоже будет увеличен на 5000 цифрон. Я такого не говорил. Отдых за 35% тоже в новой программе можно будет оплатить. Инна, это прям одно из направлений, которое давно-давно просят сделать, и появится раздел Finica Travel. Это будет крутое предложение. Третий раз пишу, а я третий раз не отвечаю. Возможно ли выплата наличными и как подтверждать факт покупки авто? И надо ли? Обязательно надо ли? Мы сейчас про что говорим? Вы договор подписали на платформе до автоматизации продукта или после автоматизации? От этого зависит мой ответ на ваш первый вопрос. А на второй вопрос, как подтверждать факт покупки авто? Первое, это договор купли-продажи, который вы заключаете с собственником, предыдущим собственником автомобиля. Второе, это скан ПТС. И третье, это скан СТС. И все это надо будет загрузить в личный кабинет. Таким образом, надо будет подтверждать факт покупки автомобиля. Если вы не подтверждаете в течение 30 дней, то ваш аккаунт блокируется. Так, как начисляются цифроны в аккаунт? Пример. N количество битков, которое поступило в компанию на момент поступления, курс битка был такой-то. Умножив на курс, получаем столько-то цифрон, а на аккаунт зачислили меньше цифрон. Такое могло произойти, если вы отправили меньше битка и не учли комиссию, например, той площадки, с которой вы отправляли количество битка. Курс фиксируется в момент, когда вы создаете платеж и когда вы генерируете для себя одноразовый кошелек. И курс фиксируется в течение получаса. Итак, ипотека. Остаток 800 тысяч рублей. Например, я внес 70 тысяч рублей, заключил договор. Компания платит примерно 200 тысяч. Затем через 1-2 месяца запускают такую же процедуру на тот же договор ипотеки. Так можно? Это будут два разных договора, Олег, не один и тот же. Зигмунд, расскажите про карты. Мы на них загрузим цифроны, делаем покупки в магазине, как оповещения приходят и какую минимальную наличку можно снимать. И посоветуете ли банки, в которых можно снимать? Итак, делаем покупки в магазине, как оповещение приходит. Оповещение о чем? О том, что вы совершили покупку. Первое, будет оповещение в мобильном приложении. Второе, будет информация о операциях в личном кабинете вашем на thefinica.com. Какую минимальную наличку можно снимать, это обусловлено банком, а не нами. То есть, условно говоря, 100 рублей можно снять? Можно снять. У нас запретов нет на минимальное снятие налички. Если есть банкоматы, которые выдают мелочь, я просто таких не знаю, можно снять и мелочь. Посоветуйте, в каких банках можно снимать. Можно снимать в любых банках, советовать не буду, так как это карта стандарта MasterCard. Заранее заключали договор на покупку авто, реферальные не пришли, прошло уже 30 дней. Я на вопрос этот отвечал уже. Сегодня у нас, как мы обещали, крайний день начисления всех реферальных, всех там больше 1000 договоров, которые мы вели вручную. Если вам сегодня не придет, обратитесь, пожалуйста, в техподдержку. Извиняюсь еще раз искренне за эту задержку. Вручную очень тяжело считать, реферальные еще и на 10 уровней. Так, как отчитаться за покупку авто? Ответил. Продукты Finica Life тоже необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие покупку. Ева, в этом случае в продукте Finica Life не надо будет предоставлять отчеты. И я больше скажу, у Finica Life еще будет тоже реферальная программа. Так.
Вот вопрос. Спрашивает Инна. Тем, кто проплачен на 1000 цифрон, тоже надо будет доплачивать до 5000? Нет, не обязательно. Заказываем карты на адрес офиса. Их можно будет различить, чтобы не перепутать? Да, конечно, карты можно будет отличить. То есть каждой карте присвоен свой номер. Обновляю. Идем дальше. У нас еще 5 минут. На вот те вопросы, которые я обновил, отвечу и заканчиваем. Так. Скажите, будет в кабинете раздел покупки жилья? Точно. Иван, спасибо огромное. Купить квартиру за 35% мы выкатываем на следующей неделе. Этот раздел в личный кабинет. Я думаю, что ближе к пятнице. Так. Дальше спрашивает Николай. Спасибо, но хотел бы уточнить вот еще что. Если автомобиль вышел по стоимости не 1 миллион рублей, как планировал, например, Николай, как я понял, а 950 тысяч рублей, разница в 50 тысяч рублей где остается? Разницу в 10% полностью можете оставлять себе как клиенту. То есть она остается у вас. Так. Дальше идем. По доходу с индексов, в какой момент нужно будет платить налоги, как это будет фиксироваться? Еще раз, дайте, пожалуйста, немного времени, мы дадим форму, хорошо, по налогам. Дальше спрашивает Гоча. Привет, как будет происходить реинвест после ввода 5000 порога? Кратно 5000 или можно будет по 1000? Реинвест будет кратно 5000. Дальше. Как скоро запустят программу здоровья и является ли данное направление на рассмотрение компании? Инна, спасибо большое за вопрос. Это и есть программа, по сути, Finica Life, где будут абсолютно все разделы жизни. Это будет Finica Travel, где вы можете путешествовать со скидкой до 70%. Это будет ремонт и строительство, это будет здоровье и фитнес. Это, например, оплата обучения. То есть все сферы жизни мы потихонечку будем захватывать, так скажем. Дальше. Можно ли перенести мой аккаунт и всю структуру под другого человека? Дмитрий, только если ваш спонсор не против. Travel программы не ждать в ближайшее время, ждать в ближайшее время. Когда будет мобильное приложение Finica? Оно сейчас у нас находится на проверке у компании Apple, то есть мы получаем dance number. Я думаю, что в течение месяца будет приложение мобильное. Будут ли другие продукты наподобие индексов? Прям сразу отвечать нет, не буду, потому что может взбрести в голову все что угодно. Возможно, и будут программы инвестиционные наподобие индексов, но зачем, если есть индекс? Так, идем дальше. Дальше. Еще есть 6 вопросов. Скажите, а где можно получить слайды для презентации кэшбэк-карты? Я хочу перевести их на другие языки. Напишите, пожалуйста, в техподдержку, мы можем прислать их на данный момент на русском языке, а вы можете для себя их перевести. Скажите, пожалуйста, на моих договорах авто и кредиты со дня заключения до сих пор не указана дата, не написана дата. Когда появится нормальная дата? Спасибо большое. Я сейчас же, как мы закончим вебинар, свяжусь с IT-отделом, узнаю, почему у нас не отображаются корректные даты. Спасибо большое, я уточню. Значит, это какая-то системная ошибка. При оплате картой онлайн или в магазине комиссия 3%? Нет, комиссия 2% при оплате любой покупки. Так, идем дальше. Что такое CTI 2? У нас пока нету мыслей об этом продукте, и как только будут мысли, я поделюсь с вами, хорошо? Мы просто задумали раньше сделать продукт CTI 2 с небольшим входом, но пока этот продукт на паузе. Подскажите, пожалуйста, что имелось в виду, когда говорили про налогообложение? Спрашивает Диана. Диана, еще раз проговариваю, что с 15 марта на платформе будет подписываться договор на покупку машины и на покупку недвижимости не 95 дней, как сейчас, а 120 дней. И эти договоры будут подписываться с 15 марта с увеличенным сроком. Для чего? Для того, чтобы вы хотите купить машину за 1 000 000. Вы внесли 350, и по сути через определенный срок у вас
Доход ваш составил 650 тысяч рублей, так как мы вам вернули 1 000 000 на покупку, например, автомобиля. И вот с дохода вашего как физлица 650 необходимо заплатить налоги 13%. Это примерно 84 тысячи, 84 500, если я не ошибаюсь. И мы вам будем отправлять не только 1 000 000, но еще и 84 500 сверху. Таким образом, вам нужно будет подтвердить площадке 2 сделки. Первая – это сделку вашу с продавцом автомобиля, о том, что вы действительно купили у него автомобиль и зарегистрировали его, у вас будет 30 дней на то, чтобы предоставить договор купли-продажи, скан ПТС и скан СТС. В случае непредоставления ваш аккаунт блокируется. А в случае, если вы предоставляете, все отлично, работаем дальше. И вторую сделку вашу, так скажем, с государством, о том, что вы на 650 действительно оплатили НДФЛ 13%. То есть вы загружаете квитанцию об уплате вашего налога тоже в течение 30 дней. В случае, если вы не загружаете, тоже аккаунт будет блокироваться. Так, идем дальше. Сколько процентов планируете начислять по программе «Жизнь»? Не очень понял вопрос. Если честно, это будет продуктовая программа. Она не похожа на программу индекс CTI. Скажите, пожалуйста, если я, не имея карты, продал 5 карт, после покупки своей карты у меня будет кэшбэк 25%? Да, то есть если у вас нет карты, и вы продаете уже эту карту, а потом покупаете, все ваши проданные карты уже повышают вам кэшбэк до максимально возможного. Дальше спрашивает Артем, можно ли покупать авто дороже, чем сумма по договору АТ-35? Да, можно купить автомобиль дороже, без проблем. Дальше. Планируется ли перевод денег с карты на карту других банков и на другую карту Финика? Здесь очень важный момент. Позиционирование данной карты – это кэшбэк-карта, а не обычная дебетовая карта любого банка. Поэтому приоритет мы ставим на то, чтобы с одной кэшбэк-карты на другую кэшбэк-карту переводить можно было. А вот чтобы осуществлять перевод денег, например, со стороннего банка на карту кэшбэк, пока не было в приоритете до определенного момента, но мы начали думать над тем, чтобы, а почему бы не дать возможность еще с другого банка перевести на эту карту. Именно поэтому этот банковский процессинг, так скажем, сейчас в процессе. Поэтому обещать не буду, но скорее всего у нас получится сделать возможность переводить с карты другого банка себе на кэшбэк-карту. Заказали несколько карт в один офис, как их различить, где чья. Инструкцию мы отправим, мы точнее созвонимся с каждым человеком и расскажем, как идентифицировать именно свою карту. Дальше, если я не буду выводить прибыль кабинета, я буду держать на кошельке прибыль, мне нужно платить налог. Иван, вопрос хороший. Дело в том, что когда мы вам начисляем прибыль в кабинет, по сути, вы уже заработали после того, как вернули, например, то количество цифрон, за которые вы купили изначально индекс. То есть налог будет начисляться именно на ту сумму, которую мы вам начисляем. Но как именно платить, и сколько платить, и когда платить, пока не могу сказать. Где можно посмотреть эфир, если я не успел? Куда мы выгрузим? Нет. На YouTube. На YouTube мы выгрузим когда? Сегодня вечером. Сегодня вечером после скольки по Москве? 9. После 9 по Москве на YouTube-канале Финика у нас появится данный видеоролик. Теперь ты ему должен, не я. Дальше. То есть НДФЛ надо оплатить за 30 дней, раз в год же сдается. Я еще раз повторяюсь, пока не буду отвечать на этот вопрос, работа в разделе налоги ведется. Как только мы примем решение, как именно целесообразнее платить налоги, так обязательно объявим. У меня все, у меня вопросы... Нет, есть еще. Благодарю за ответ, что если супруг хочет приобрести мотоцикл, который является спорт-инвентарем, достаточно платежного документа, и если тоже представляете это подтверждение. Подтверждение в любом случае Диан надо будет представлять. Если он хочет купить спорт-инвентарь, который идет без ПТС и СТС, то ему следует дождаться программы Finica Life, потому что подтверждение купли-продажи
является именно и скан СТС, и скан ПТС, и скан договора купли-продажи. Налог с дохода по индексу мы тоже будем платить. Мы будем платить, Валентина, налог со всего, что приносит нам прибыль. Давайте еще полминуты, я жду вопроса. И идем дальше. Еще вопрос. Могу я купить спецтехнику и по какой программе? Смотря что является спецтехникой. То есть, если у этой спецтехники есть ПТС и СТС, то можете по программе автомобиль. Если нет, то нужно будет дождаться программы Finica Life. Так, все, у меня вопросы не обновляются. Спасибо вам большое за вопросы. Все вопросы были адекватные, и некоторые вопросы навели определенные мысли, что нам нужно ускоряться, что интерес к продуктам есть. Еще раз спасибо большое. Я еще раз приношу извинения, что мы не вышли в эфир вчера. Это моя организационная ошибка, что мы не проверили вебинарную комнату заранее. Еще раз извиняюсь. Я надеюсь, больше такого не повторится. Все, спасибо всем большое. Со всеми прощаюсь. Запись можно будет увидеть сегодня после 9 вечера. Спасибо большое. Все, можно отключаться. Спасибо. Всем до свидания.